Жители Дальнего Востока могут сами выбрать название для новой авиакомпании, которая будет осуществлять местное и межрегиональное авиасообщение, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Для развития экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Поэтому по поручению президента России Владимира Путина создается дальневосточная авиакомпания, которая будет учитывать интересы всего макрорегиона. Мы хотим, чтобы в ее создании приняли участие дальневосточники, поэтому решили выбрать ее название открытым голосованием, сказал Трутнев. Жители Дальневосточного федерального округа могут выбрать одно из предложенных наименований, либо предложить свой вариант на сайте aviadv.ru. Итоги конкурса будут подведены 31 декабря. Тогда же среди его участников будут разыграны сертификаты почетного пассажира, дающие право на бесплатный перелет в пределах Дальневосточного федерального округа. Около 1 600 000 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых получили государственную поддержку в 2019-2020 годах. Об этом свидетельствуют первые сведения, размещенные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, сообщили в Минэкономразвития России. Сведения о субъектах малого и среднего бизнеса, самозанятых, получивших государственную поддержку на федеральном и региональном уровнях, собраны и опубликованы впервые. Они размещены на сайте налоговой службы. До этого времени подобные сведения не собирались. Теперь же обновление реестра поддержки будет происходить на ежемесячной основе. В Минэкономразвития уточнили, что реестр создан по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Те россияне, чей процентный доход по вкладам за год составит менее 42,5 тысяч рублей, не будут платить налог по таким счетам. Накануне Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Таким образом, необлагаемый налогом процентный доход в следующем году составит 42,5 тысячи рублей. Если доходы превысят эту сумму, они будут облагаться 13% годовых. Президент России Владимир Путин еще в марте сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более 1 000 000 рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета. Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы МИР до 1 июля 2021 года. Как сообщается в информационном письме регулятора, Центробанк рекомендует банкам продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт. При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек. Перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля текущего года. Однако регулятор в условиях пандемии несколько раз принимал решение о переносе данного срока. Также отмечается, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами. Например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, наличными и через почту. Крупная добывающая компания «Полиметалл» вложит около 2 миллиардов рублей и построит дорогу протяженностью 350 километров. Она свяжет два села – Тополиное Тампонского и Барлас Верхоянского районов. Об этом сообщил в Хандыге глава Якутии Айсен Николаев. Как сообщили в пресс-службе главы правительства республики, в рамках соглашения с «Полиметаллом» республика со своей стороны тоже вложит более 2 миллиардов рублей и проведет ремонтные работы на региональной дороге Яна от федеральной трассы Колыма до села Тополиное Тампонского района, а также построит 4 моста на этом участке. Айсен Николаев добавил, что после окончания строительства дороги до Барлас «Полиметалл» передаст ее в собственность региона.